Уменьшить расстояние до родного Крыма. В Музее народной архитектуры и быта Пирогова отпраздновали Хадырлес. Несмотря на пасмурную погоду, крымские татары собрались, чтобы отметить главный праздник весны и плодородия. А рис кто выбирал? Это с Узбекистана нам привезли. Повара насыпают рис в котел. Через 30 минут плов уже будет готов, и каждый желающий сможет его попробовать. Столько потрачено сил. Но сегодня решили провести праздник Хадырлес. Такой альтернативный от Крыма или других, чтобы свой личный был такой киевский Хадырлес. Кроме плова, здесь сегодня продают и другие блюда национальной кухни крымских татар. Среди них бурма, кобьете и сладости. Это бурма, крымско-татарская выпечка. Пресное тесто промазывается сливочным маслом, и начинка может быть любая, мясная. С тыквой делают, но не бурма называется, а хулту, она такая сладкая. И с творогом, с сыром, любую можно начинку. Это кобьете в слоеном тесте, прослаивается тесто, получается. Начинка тоже может быть любая, получается. Официальная часть праздника начинается танцами и пением. На сцену выходит детский крымско-татарский ансамбль из Геническа. Им пришлось преодолеть более 500 километров, чтобы попасть на празднование Хадырлес в Киеве. Такая была возможность им показать себя и поддержать наш народ, поддержать наш праздник, потому что дети должны видеть наши обычаи, наши традиции, встречаться, общаться. Среди гостей нынешнего праздника и крымско-татарская певица Гульсум Томах. Она приехала на праздник из Крыма. И отрадно, что наш народ сплачивается, несмотря на то, где бы он ни находился. Мне часто приходилось ездить в другие страны, и в Турцию, и в Москву, где вот наши крымские татары собирались. Но вот такого Хадырлеза я еще не видела. После завершения официальной части гости могли наслаждаться музыкой крымско-татарской панк-рок-группы «Шатур-Гудур», а самые смелые принять участие в национальной игре «Куреш». Диана Матвеев, Ислам Пинка, Заман, АТР.